Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде состоялось заседание Президиума Халк Маслихаты Туркменистана. Туркменскому манату исполнилось 30 лет. Состоялась церемония открытия Года китайской культуры в Туркменистане и другие новости. В Ашхабаде состоялось заседание Президиума Халк Маслихаты Туркменистана под председательством национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. В заседаниях приняли участие представители различных отраслей и общественных организаций. Особое внимание было уделено вопросам развития национальной демократии и молодежной политики, модернизации правовой культуры и науки, а также развитию образования и спорта. На заседании были обсуждены результаты работы, проведенной после заседания Халк Маслихаты Туркменистана, состоявшегося 24 сентября, а также задачи на перспективу. Сегодня по случаю 30-й годовщины введения в оборот денежной единицы Туркменистана маната президент Сердар Бердымухамедов адресовал поздравительное послание работникам банковской сферы и всем соотечественникам. Сердечно поздравляю вас с 30-летием со дня введения в оборот национальной валюты Туркменистана маната, являющегося символом экономического развития и успехов страны в эру возрождения новой эпохи могущественного государства, говорится в послании главы государства. Состоялась торжественная церемония открытия Года китайской культуры в Туркменистане. Торжество прошло во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. Акция, инициированная главами двух дружественных стран, призвана ознакомить туркменистанцев с широкой палитрой искусства китайского народа, его самобытными обычаями и традициями, достижениями в области культуры. В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось совещание с участием генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. Стороны обсудили важные темы региональной безопасности, устойчивого развития и стабильности, в том числе в области безопасности границ, изменения климата и экологии, а также транспорта. Посол Турции в Туркменистане Тоган Урал, в скором времени завершающий свою дипломатическую миссию, выразил признательность туркменской стороне за гостеприимство на торжестве по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики в Ашхабаде. Глава диппредставительства выразил сердечную благодарность туркменским друзьям, которые скрасили его пребывание в Ашхабаде и сделали его незабываемым местом для него, его жены Дуньи и сына Джана, родившегося в туркменской столице. В выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана открылся совместный туркмено-иранский туристический фестиваль. В форуме приняли участие представители туристических фирм двух стран. Каждая туристическая компания презентовала свой стенд и услуги, которые предоставляет. В Узбекистане отменили порядок обязательного декларирования физическими лицами ювелирных изделий, если их стоимость не превышает 100 миллионов сумов. Соответствующие изменения в законодательство внесены указом президента Узбекистана от 31 октября текущего года. Согласно документу, физические лица смогут вывозить с таможенной территории Узбекистана готовые ювелирные изделия на сумму до 100 миллионов сумов без заполнения пассажирской таможенной декларации. В 20-м туре чемпионата Туркменистана по футболу Шагадам сыграет на выезде с Аркадагом. Небичи отправятся в гости к Ахалу. Энергетик и Мерв выявят сильнейшего в марийском дерби, а Алт-Насыр и Ашхабад в столичном. По итогам прошедших встреч лидером турнирной таблицы высшей лиги остается Аркадаг. Алт-Насыр, набравший 38 очков, идет на втором месте, уступая лидеру 10 баллов. Тройку лидеров с 29 очками замыкает Небичи. 9 фигуристов из туркменской клубной команды «Марал» приняли участие в первом турнире Global Skating Academy, проходившей в Ташкенте. Фигуристы из Туркменистана показали высокий уровень катания и стали обладателями медалей и специальных призов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш – самый надежный источник новостей.